Фильм памяти Истургана Сариева. Оберегая то, что дорого. Истурган Сариев родился в декабре 1926 года на берегу реки Жем. Его детство совпало с трагическими событиями степи. Рано потеряв мать, а затем и отца, арестованного за участие в Адайском восстании, маленький Истурган остался сиротой в годы жестокого голода. Но вопреки лишениям он отчаянно стремился к знаниям. Подростком в суровые годы войны он совмещал тяжелый труд в колхозе с учебой, пешком преодолевая километры ради будущего. В 1944 году Истурган Сариев поступил в Гурьевский нефтяной техникум. Это время стало определяющим для его личностного роста. Именно здесь сформировался круг его близких друзей и соратников на всю жизнь. Это были Халел Узбеккалиев, Нариман Айджанов и Бахаджан Исенгалиев. После окончания техникума в 1949 году Истурган начал трудовой путь в Ушканской экспедиции глубокого бурения Треста Казахстан нефтеразведка, где работал помощником бурильщиком и техником. В последующем, когда жизнь вновь свела их вместе в городе Алма-Ата, они уже не расставались. Они дружили крепко, целыми семьями, и близкие с уважением называли их союз легендарной пятеркой. Из воспоминаний Халела Узбеккалиева и его супруги Софьи Хаировны. Истурган с юности отличался внутренней зрелостью, обостренным чувством справедливости и феноменальной памятью. Сквозь все тяготы студенческих лет он пронес благородство и верность дружбе. Стремление к восстановлению справедливости привело Истургана Сариева в Алма-Ату на юридический факультет Казахского государственного университета. Здесь родилась легендарная и неразлучная дружеская четверка: Истурган Сариев, Макан Есбулатов, Белял Умаров и Мукаш Умаров. Их связывало абсолютное доверие. Названный брат Истургана, генерал-майор Белял Умаров, позже отмечал, что Сариев, несмотря на блестящую учебу на русском языке, виртуозно владел родной казахской речью. Досконально знал степное право и родословные, став интеллектуальным центром их компании. Органам правопорядка Истурган Сариев отдал ровно 40 лет жизни. За абсолютную честность и безупречную службу он был удостоен звания «Заслуженный работник МВД» и 12 правительственных медалей. Он никогда не искал чинов и всегда стоял горой за своих подчиненных. Начав в 1949 году с рядовых оперативных должностей, он вырос до крупного руководителя. Из воспоминаний экс-министра внутренних дел Казахской ССР генерал-майора Макана Есбулатова. Полковник Сариев обладал абсолютной профессиональной честностью и скромностью. Его уважали и сослуживцы, и руководство республики. Из воспоминаний друга Рахмета Утесинова. Истурган Сариев обладал редким даром кадровика, умением заглянуть в душу человека, раскрыть его внутренний потенциал и направить способности в нужное русло. В самые тяжелые периоды, сталкиваясь с аппаратным давлением или интригами, он оставался верен закону и офицерской чести. Как вспоминал полковник в отставке, почетный сотрудник органов государственной безопасности Мукаш Умаров, многие крылатые выражения, которые Зеке любил использовать, очень точно подчеркивали его личность и суть. «Мукаш, если я стою на шаг позади одного человека, но при этом на 2 шага опережая другого, я уже благодарен за то, кем я являюсь», — говорил он. Выйдя в отставку, Истурган Сариев полностью посвятил себя историко-литературной деятельности. Он занялся глубоким изучением архивов, стремясь восстановить историческую справедливость. Из воспоминаний супруги Нурсан Мухамеджановой. Творчество приносило ему огромную радость. Когда в доме часами стучала его пишущая машинка, он напоминал мне человека, вдохновенно играющего на пианино. Главным трудом его жизни стала книга «Степная трагедия», написана в соавторстве с другом Мукашем Умаровым. На основе закрытых архивных данных они восстановили подлинные биографии и фотографии 44 деятелей, безвинно репрессированных в 30-е годы прошлого столетия. Книга вышла в 1995 году к 120-летию Тулеби тиражом 5000 экземпляров в издательстве «Атамура». Из воспоминаний Рахмета Утесинова.
Истурган мог безошибочно разложить по полочкам шежире любого рода казахов. Его авторитет ученого был непререкаем. В титрах государственного документального фильма о Бадайском восстании он был официально указан как главный историк. Истурган Цариев работал над рукописями до последних дней жизни. Свой финальный, неоконченный роман он передал как священный аманат выдающемуся писателю Абишу Кекильбаеву. Известные писатели Абиш Кекильбаев и Кадырбек Сигизбаев восхищались фундаментальностью его работ. На службе Истурган Цариев был строгим офицером, но дома оставался мягким и заботливым главой семьи. Его супруга Нурсан Исенгалиевна Мухамеджановна, экономист с 40-летним стажем, была его надежным тылом. Вместе они прожили в согласии 42 года. Из воспоминаний супруги Нурсан Мухамеджановой. Мы познакомились на студенческом вечере, когда он был лейтенантом. Меня сразу покорил его уравновешенный, степенный характер. Он предложил руку и сердце, пообещав поддержать меня в учебе, и полностью сдержал слово. За 42 года совместной жизни мы научились решать любые разногласия сразу и открыто. Он был моей нерушимой опорой. В семье выросли 2 дочери, ставшие признанными профессионалами своего дела и достойными людьми. Старшая — Сауле, кандидат медицинских наук и врач-гепатолог высшей категории, посвятившая жизнь медицине и ставшая автором инновационного медицинского патента. Младшая Жанара — кандидат экономических наук, PhD-профессор. Из воспоминаний дочери Жанары. Папа и мама дали нам блестящее воспитание. Папина офицерская выправка заложила в нас жесткую внутреннюю самодисциплину, а мама научила житейской мудрости и чувству меры. Сама она всегда выглядела безупречно. Эта ее требовательность к эстетике выработала и в нас привычку при любых обстоятельствах выглядеть достойно. Сегодня мы с глубокой нежностью вспоминаем тех членов нашей семьи, чье земное время уже завершилось. Теперь их портреты в семейном альбоме. Это наши ангелы-хранители. 4 июля 1999 года путь полковника Истургана Цариева завершился. Награды на бархате, цветы под колесами БТР и прощальный оружейный залп так провожает вечность лучших сынов Отечества. Истурган Цариев оставил глубокий след в истории своего региона и ведомства. Его дела по поддержке земляков, помощи молодым людям в получении образования и обретении жизненного пути хорошо известны и Ватырау, и Мангыстау. Из воспоминаний Халила и Софии Узбекалиевых. Истурган — истинный пример для поколения. Его уважение к старшим, сыновний долг и верность дружбе заслуживают того, чтобы о них помнили. Он прожил достойную жизнь и оставил после себя богатое духовное наследие. Главное напутствие, которое Истурган Цариев оставил своим детям и внукам, было простым и незыблемым. Никогда не забывайте свои корни, поддерживайте близких и будьте надежной опорой друг для друга. Это завещание навсегда высечено в памяти его семьи. Исторические труды и честное имя полковника Цариева продолжают служить ориентиром для будущих поколений.